На минувшей неделе в Улан-Удэ подвели итоги третьего международного фестиваля национальных театров «Алтан-Сэргэ». О том, как проходила организация этого театрального форума, благодаря кому и благодаря чему третий международный фестиваль национальных театров «Алтан-Сэргэ» прошел на высочайшем уровне, нам расскажет Сергей Доржиев, исполнительный директор Бурятского театра драмы. Здравствуйте, Сергей Доржиевич. Добрый день. И первый вопрос такой. Благодаря кому и чему третий международный фестиваль национальных театров «Алтан-Сэргэ» прошел без заминок? Сегодня, подводя итоги проведения нашего фестиваля, я хотел бы отметить, что стараниями очень многих людей состоялся наш фестиваль. И думаю, что он состоялся на хорошем уровне. Об этом говорят наши гости, приезжие, театры, участники. Прежде всего хочу отметить, что фестиваль состоялся благодаря нашему главному учредителю, это Министерство культуры Российской Федерации. Наш проект вошел в программу мероприятий Федеральной целевой программы «Культура России» на 2016 год. Соучредитель нашего фестиваля – это Министерство культуры нашей республики. Также необходимо поблагодарить нам большие компании, которые внесли очень ощутимый вклад для того, чтобы нам решить многие финансовые, организационные моменты. Это прежде всего «Бурят-Золото», генеральный директор Рышкин Денис Валерьевич, «Бурят-Хлебпром» Протасов Петр Данилович. Это гостиничный комплекс «Бурятия», где проживали все наши гости, руководитель Матханова Дарима Геннадьевна. Нам очень помогли цветочные салоны, расположенные в нашем Улан-Удэ. Это «Флёр», «1001 роза», цветочный базар, цветы в Улан-Удэ и модный салон. Поэтому красивые букеты мы дарили после каждого спектакля, показа и всем номинантам, победителям в разных номинациях нашего конкурса. А сколько участников в итоге принял театральный фестиваль? Где они жили и как проводили досуг? В нашем фестивале приняло участие 7 театров из 4 стран. Это Эстония, наша Российская Федерация, представленная Башкирией, Хакасией, нашей республикой, а также гости из Китая и Монголии. Всего участников фестиваля было около 240 человек. В том числе приезжие гости – это 130 человек. Все они у нас проживали в гостиничном комплексе «Бурятия». Для них была приготовлена большая экскурсионная программа. Это экскурсии по нашему Улан-Удэ, это посещение наших музеев, художественного, национального музея, этнографического музея. Гости с большим удовольствием посетили и Волгинский Датсан, побывали в гостях у Этиглы Хамбаламы Тигилова. Также в последний день мы провели на озере Байкал. А когда пройдет следующий фестиваль и ждут ли его какие-то перемены? Да, каждый фестиваль он должен иметь что-то свое, новое добавление, поэтому наш фестиваль, как живой организм, он развивается, что-то приобретается, что-то уходит. Наше художественное руководство на сей раз говорит о том, что в следующий раз, который будет проводиться через 3 года, мы, наверное, отойдем от формата демонстрации спектаклей. Возможно, большой акцент все-таки нужно сделать на проведение творческих лабораторий, встреч различных, круглых столов, семинаров, как для молодых режиссеров, так и для актеров, чтобы была большая польза для дальнейшей нашей творческой деятельности. Спасибо, Сергей Доржиевич. Напоминаю, в эфире телеканала «Мир Бурятия» был Сергей Доржиев, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, исполнительный директор Бурятского театра драмы.